Якутии грозит экологическая катастрофа. Такая информация заполонила социальные сети Якутска в конце прошлой недели. Позже стало известно, что в акватории речного порта произошел разлив нефтепродуктов. Из-за чего это случилось и действительно ли есть риск экологической катастрофы, постаралась выяснить Лана Ильина. 11 мая во время очередного рейда Росприроднадзор в районе грузового порта обнаружил разлив нефтепродуктов, тогда еще на суше. Судостроительную компанию «Якутск», которой принадлежит судно, откуда произошел разлив нефти, обязали провести очистительные работы. В то время, конечно, воды не было, все это было на сухом месте, и, угроза существовала. К сожалению, в связи с резким подъемом воды, уже числа где-то 14, 15, 16 мы сюда не могли проехать. Мы мониторили ситуацию, приезжали каждый день, проехать не смогли. Но вот после того, как вода немного спала, мы проехали и обнаружили, конечно, загрязнение уже существующее. В результате работы в режиме чрезвычайной ситуации нефтяное пятно было убрано. Вода сейчас в этом месте визуально чистая. Роспотребнадзор совместно с Росприроднадзором ежечасно ведут мониторинг с двух мест – с акватории водозабора и со станции первого подъема. Берется анализ воды и грунта. На сегодняшний день мы не установили превышение предельно допустимых концентраций по содержанию нефтепродуктов, и фактическое содержание составляет 0,017-0,025 мг на дециметр при предельно допустимой концентрации при норме 0,1 мг на дециметр кубический. Опасность движения нефтяного пятна опять же зависит от сил природы. Если начнется резкий спад воды, оно начнет двигаться. Сейчас, когда вода в связи с прорывом затора на Табаге прибывает, пятно стоит. В случае, если пятно начнет все-таки двигаться и анализы покажут превышение нормы, вступит в силу запасной план, согласно которому пятно должно будет локализовано в течение 4 часов. Очистительные работы продолжаются. Лана Ильина, Павел Пахомов, Арсен Степанов, Якутск.